В 1735 году в Башкирии вспыхнуло восстание, вызванное организацией Оренбургской экспедиции. Башкиры понимали, что основание у них за спиной целого города и линии крепостей навсегда лишит их прежней вольности. После 2 лет борьбы его вожди Акай Кусюмов, Юсуп Арыков, Кильмяк Нурушев были захвачены в плен. Однако восстание продолжалось, ибо на арену вышли другие предводители. Главным из них был Бипеня Турубердин. Кем он был и какую сыграл роль в последующих событиях. В 1737 году наступил коренной перелом в ходе восстания. Если в первые 2 года борьбы повстанцам сопутствовал успех, то на 3-й перевес сил был уже на стороне властей. Правительство, несмотря на войну с Турцией, сумело сконцентрировать в Башкирии большой контингент вооруженных сил, а также обратить против башкир арендаторов их земли из числа представителей поволжских народов. Причиной тому стал специальный указ императрицы Анны Иоанновны от 11 февраля 1736 года, в котором говорилось: «Служилым мещерякам от башкирцев быть отделенным, и за их верность и службу, что они к противностям башкирцев не пристали и против них служили, земли и угодья, которыми они по найму у башкирцев владели, а те башкирцы были в воровстве и бунте, те дать им вечно, безоброчно». К 30-м годам XVIII века на территории Башкирии оказалось огромное количество выходцев из других регионов. В первую очередь, конечно, из соседнего Казанского уезда, Казанской провинции. Администрация, правительство пыталась эту силу использовать против башкир, понимая, что они имеют непрочный статус в Башкирии, поскольку это все-таки сходцы, как они назывались, с тем, чтобы повернуть их против вотчинников. И пообещать им, самое главное, башкирские земли уже в качестве собственных земельных владений. В 1737 году обозначилось такое небывалое доселе явление, как верные старшины из числа самих башкир. До этого вся башкирская знать была монолитной во всех своих действиях. Почему все предшествующие башкирские восстания были успешными? Как и по какой причине произошел раскол элиты? Но это вполне естественно. В то время уже произошел перелом в расстановке сил. Царская власть уже, можно сказать, утвердилась на территории Башкирии. И идти против нее могли только самые последовательные и смелые люди. Силы повстанцев были ослаблены в последние 2 года большими людскими потерями в ходе прямых столкновений с войсками и карательными экспедициями против мирного населения. Мулла Кудейской волости Юлдаш Суярымбетов писал: «Казанской дороге людей румянцев вырубил, и добрых, и худых не разделяя. А Ногайскую дорогу вырубил Иван Кириллович, добрых и худых не рассмотря. А Сибирскую дорогу вырубил Мурза». Юлдаш Мулла называл главных действующих лиц, руководящих в 1735-1736 годах подавлением башкирского восстания. Это генерал Александр Румянцев, начальник Оренбургской экспедиции Иван Кириллов, а также полковник Тевкелев. В конце 1736 года в Башкирии разразился голод, вызванный полным разорением хозяйства в ходе боевых действий. Данное бедствие стало удобным инструментом для подавления восстания. Как писал в столицу начальник Оренбургской экспедиции Иван Кириллов, оставшиеся в живых башкиры кошек и собак едят, да и того, где им не достает, из-за бессилием и отчаянием принуждены мертвых бросать. Начальник Оренбургской экспедиции Иван Кириллов еще в 1735 году представил в Сенат следующее предложение по борьбе с повстанцами. И так со всех сторон окружа, воров и их жен, и детей, и пожитки их, и лошадей, и скот брать, а дома вовсе разорить, и которые пущие заводчики, тех по указам на страх другим казнить, а не пущих и детей мужеского полу, годных в ссылку, воздею сослать, а жен, детей и девок развесть во внутренние города и раздать в неволю, чтоб корень их был вовсе вырван.
Однако 14 апреля 1737 года Иван Кириллов скончался, не успев осуществить свой план. Его место занял Василий Татищев. Василий Никитич Татищев – государственный деятель, историк, географ, экономист. В 1734 году был назначен начальником горных заводов Урала. С мая 1737 года начальник Оренбургской экспедиции. Все ожидали, что этот просвещенный человек сумеет найти общий язык с башкирами и приведет их к присяге на верность царице. Но случилось обратное. Меры Татищева вызвали новое восстание. Татищев ужесточил правила принесения повинной. То есть вот в то время, когда башкиры с голода переели всех собак и лошадей и ели кору, он сам об этом пишет в своем донесении в кабинет. Столько-то умерло с голода, столько деревень пожжено. И в то же время он создавал такие условия неприемлемые, даже неприемлемые, а невыполнимые для принесения повинной, что вынуждал башкир продолжать восстание. Повстанцы, желавшие легализоваться и вернуться к мирной жизни, должны были, во-первых, привести одну, так называемую штрафную лошадь, что в условиях повального голода было достаточно проблематично. Во-вторых, он должен был арестовать своего командира и сдать его властям, что и вовсе было невыполнимо по этическим и практическим причинам. То есть Татищев спрашивал: ну молодец, ты принес лошадь, а где твой командир, почему ты его не поймал? А тех командиров, которые являлись повинной, по его призыву он казнил. Причем самым жестоким образом. И вот тут возникает вопрос, а почему Татищев так действовал? Он же не глупый человек был, он очень умный человек был, человек трезвого ума. Его нельзя назвать таким неадекватным. Возникает подозрение, что он действовал намеренно, ловил рыбу в мутной воде. Ведь известно, что он брал взятки. Под разными предлогами он вымогал у башкир деньги и в короткие сроки сколотил себе целое состояние. В основанной им на башкирских землях Исетской провинции, ныне это Челябинская область, на должность воеводы был поставлен его брат, полковник Иван Татищев, не уступавший в корыстолюбии своему родственнику. Татищев не был столь прямолинеен, как Кириллов. На словах он призывал повстанцев к миру, но на деле не оставлял никакой возможности для примирения. В переписке с башкирскими вождями он пускался в терминологическую казуистику, требуя, например, чтобы они не называли свое восстание войной, так как война предполагает наличие двух субъектов суверенности, а башкиры, по его мнению, таковой не обладали. Политика властей в Башкортостане характеризовалась радикальным сломом традиционных отношений между башкирами и центральной властью, существовавшими на протяжении предыдущих столетий. Вождь башкир-сибирской дороги Бипеня Турубердин писал Татищеву: «Мы, башкирские народы, наши отцы, деды и прадеды, великому государю в подданство пришли своими волями, оставя своих ханов, а великие государи нас содержали по нашей воле, а не под саблей». Бипеня, указывая на суровость политики правительства, говорил: «Нам то не любо», и ставил условия: «Ежели по-прежнему содержаны будем, то мы, рабы Ее Величества, по-прежнему, а ежели по-прежнему содержаны не будем, то хоть пропасть, хоть смерть принять готовы». И вот этот вот статус подданства на добровольной основе свободных служилых людей, очевидно, он настолько вкоренился в сознание, в коллективное сознание башкир, что потеря свободы, скажем, в результате строительства Оренбургской линии крепостей, для них рассматривалась как угроза для всех их народных ценностей, то есть смысла существования народа. И, безусловно, восстание 1735-40-х годов было наиболее, скажем так, значительным именно по этой причине, потому что под вопрос были поставлены все основные ценности народа, в том числе и право выбора. Полковник Тевкелев следующим образом характеризовал автора приведенного письма Бипеню Турубердина:
А самый на сибирской дороге главный вор и всему простому народу возмутитель и великий лукавец, который многими своими злыми, язвительными хитростями он и простой народ привел в такое бунтовское состояние, а свое имя не славил, куваканской волости Бепеня-вор. Бепеня Турубердин – это был идеолог, интеллектуал, очень умный человек, который отлично разбирался в обстановке того времени, отлично понимал, как нужно реагировать на эту обстановку. И недаром заочно Татищев, как говорится, вычислил Бепеню Турубердина и понял, насколько он опасен, и приложил все свои силы для его поимки. Бепеня Турубердин, мулла и абыз Куваканской волости Сибирской дороги. Дед его Камакай Тархан и отец Турубберды Батыр были участниками восстания 1704-1711 годов. Итак, правительство приступило к реализации завещаний Петра I своевольный башкирский народ на вечное время обуздать. Приведение мятежной провинции в покорность с точки зрения любого государства было вполне естественной мерой. Другое дело, как это делать. Татищеву, если бы он действительно хотел мира, удалось бы добиться результата в краткие сроки. Но у него были другие планы, поэтому восстание длилось еще несколько лет. Грубый произвол региональных чиновников стимулировался попустительством центральной власти. Так называемая «бероновщина», выразившаяся в засилии оторванных от местной почвы иноземцев и жестоком преследовании любого инакомыслия, прежде всего ударила по башкирскому народу. И имя нового командующего карательными войсками генерала Саймонова вошло в башкирский фольклор как синоним неслыханной жестокости. Леонтий Яковлевич Саймонов, генерал-лейтенант. В 1736 году был назначен астраханским губернатором. С 1737 года начальник комиссии башкирских дел. Весной 1737 года началась третья повстанческая кампания. Как писал уфимский воевода Шемякин, воры-башкирцы Сибирской, Осинской и Ногайской дорог начинают в злодействе третично бунтовать. Бунт вылился в серию нападений на верные правительству селения. Делать это вынуждало повстанцев не только месть за коллаборационизм, но и просто голод, заставлявший добывать продовольствие путем грабежа. К лету, когда были достаточно откормлены кони и собрались силами люди, начались нападения на регулярные войска. В августе вождь башкир Ногайской дороги Кусяб Султангулов атаковал корпус генерала Саймонова, однако не имел успеха. Более успешными были действия башкир Сибирской дороги. В сентябре отряд Бепени Турубердина атаковал отряд Ямбургского драгунского полка во главе с майором Фишером. Драгуны были разбиты, потеряв убитыми целую роту личного состава и своего командира. Другое дело произошло в горах близ Красноуфимска, о чем писал в своих дневных записках академик Лепехин. Башкирцы наибольшую свою злость при сих горах оказали. Они, переправясь через Уфу повыше Красноуфимской крепости, в намерении сделать нападение на Кунгур, неосторожных драгунов, поставленных на караульной горе в 6 верстах от Красноуфимска, побили, которому жребию подвержены были и высланные за ними в погоню 2 драгунские роты. После этого башкиры переоделись в драгунские мундиры и двинулись к Ачетской крепости, надеясь захватить ее обманным путем. Однако их демаскировал оставленный в живых барабанщик, который, не рача своей жизни и наблюдая долг верного солдата, вместо похода забил тревогу. Барабанщик погиб, но крепость была спасена. Однако успехи повстанцев в 1737 году были несравнимо меньшими по сравнению с их победами в кампаниях 2 предыдущих лет. Тогда они едва не сорвали саму Оренбургскую экспедицию и чуть было не разбили генерала Румянцева. Теперь же была совсем иная картина. Сил восставших башкир уже не хватало на крупные операции против правительственных войск. И они увязли в столкновениях с отрядами мишарских и верных башкирских старшин. Война фактически превратилась во внутренний конфликт башкирского общества, то есть гражданскую войну.
Тогда-то и возникла идея сплотить народ вокруг сакральной фигуры хана из рода самого Чингисхана. Вообще идея ханской власти, она удивительно идет параллельно с тем, как от движения отходит часть старшин. То есть вот с образованием лояльной части правительства старшин все более склоняются к необходимости все-таки избрать хана. Поскольку ханская власть, она, естественно, при ее наличии никаких возможных таких вот колебаний уже не может быть. То есть его власть – это государственная власть. И, может быть, это было единственным средством в итоге движения, которое уже приходило к своему логическому концу, как-то внести в него новое начало, новую жизнь вдохнуть. Ближайшим народом, кем правили потомки Чингисхана, были казахи. Однако отношения с ними были осложнены взаимными набегами. Поэтому Бипеня отправляет к Абулхаир-хану посланцев с предложением не только мира, но и пустующего трона хана Башкирии. Абулхаир-хан, правитель младшего казахского жуза. В 1731 году, вопреки воле других казахских ханов, принимает русское подданство. А почему он принял подданство? Не секрет, что он это сделал для того, чтобы усилить свою власть среди казахов при помощи русской администрации. И он даже надеялся, что вот этот Оренбург строится именно для него. Так ему говорили. Тевкелев так ему говорил, Кириллов говорил. Однако Бипеня надеялся на то, что казахский правитель, пользуясь своим привилегированным положением нового вассала русской императрицы, повлияет на ход событий и остановит войну на выгодных башкирам условиях. И вот Абулхаир-хан прибывает в Башкирию. Данные обстоятельства приводят всех в смятение. Вот приезжает в Башкирию вассал царицы, казахский хан, и требует от воевод и командиров карательных войск не трогать его мнимых подданных башкир. Как поступать в этой ситуации, никто не знал. Ведь Абулхаир, пусть и вассальный, но все же правитель. Возникает некое подобие двоевластия. Этого только и нужно было Бипене, чтобы хоть на время остановить нещадную резню башкирского населения. Хана быстро женили на башкирке из рода Бурсян. Вся его переписка оказалась в руках Бипени. Когда посланец Татищева доставил Абулхаиру письмо, Бипеня, не обращая внимания на хана, распечатал его и прочел всем присутствующим, чем привел гонца в недоумение. И итогом многомесячного пребывания Абулхаира в лагере восставших башкир стало решение признать ханом Башкирии его сына Хаджа Ахмеда. Это не только изменение формата восстания. Когда башкиры говорят о хане, они говорят, в общем-то, о суверенитете. Потому что ханская власть – это государственная власть, и не случайно во время допросов активных участников восстания часто спрашивали, почему вы обратились к необходимости призвать хана, разве для вас не является авторитетом фигура, например, там, Анны Иоанновны? То есть выборы хана – это значит вопрос о полном суверенитете. С этого момента мы, башкиры, говорили, мы не в составе российского государства. Таким образом, политика Татищева, не оставившая повстанцам никаких альтернатив, кроме плахи и виселицы, вынудила башкир отказаться от русского подданства. Весной 1738 года группа повстанцев во главе с Кусяпом Султангуловым отправилась в Казахстан, чтобы привезти оттуда в Башкирию ханского сына Хаджа Ахмеда. Я лично склоняюсь к тому мнению, что здесь Абулхаир просто обманывал башкир. Ведь известно, что у него была переписка с Татищевым. И Татищев ему обещал приз за каждого, значит, схваченного башкирского предводителя, денежный приз. Зная о проезде мимо Оренбурга башкирской депутации с ханом во главе, комендант крепости майор Останков устраивает ловушку. Он приглашает Абулхаира и его спутников на якобы намечающийся в городе праздник. Передает приглашение коменданта оренбургский мулла Мансур Абдрахманов, который, не задумываясь ни секунды, клянется именем Аллаха в том, что Кусяпу гарантирована полная безопасность. Однако, как только гости переступают порог Оренбурга, башкирского вождя немедленно заключают под стражу.
Пленение Кусяпа – это было следствие плана Абулхаира. Он ведь рассчитывал не одного Кусяпа привести к Татищеву, а целый десяток. А жертвой оказался Кусяп. Видимо, во-первых, он был, ну не то что сказать, наивным. Он был слишком последовательным. И, возможно, он понимал, что сильно рискует. Тем не менее, вот он пошел за Абулхаиром, видимо, думая, а вдруг что-то получится, вдруг он не обманывает. Таким образом, приезд Абулхаир-хана в Башкирию был давно спланированной комбинацией Татищева, целью которой был арест основной массы башкирских предводителей. Для этого хану нужно было лишь вывести их за пределы Башкирии под предлогом поездки за своим сыном Хаджа Ахмедом. К большому сожалению Татищева, в плен угодили не все они, а лишь Кусяп Султангулов. Татищев – это был дьявол во плоти. Это был хитрец, интриган. А Абулхаир и вот этот мулла действовали по его указке. Мулла Мансур Абдрахманов поклялся на Коране, что ни в коем случае он не выдаст Кусяп Султангулова. И заверения Абулхаира это были обманом и западнёю. Но они тяжелый грех на свою душу приняли. Абулхаир-хан продолжал разыгрывать невинность, посылая прошение об освобождении Кусяпа. Своих истинных мотивов он не раскрыл и перед другими казахскими ханами и старшинами, осуждавшими его интриги в Башкирии. А что стало с Кусяпом после пленения? Во время допросов он вел себя с большим достоинством. Своего участия в восстании не отрицал, и на вопрос Останкова, когда он примкнул к бунтовщикам, Кусяп ответил: в 1736 году, когда карательные войска разоряли Башкирию. И с того времени, продолжал он, я, Кусяп, с изменниками вместе при всех нападениях на российские войски и города был, и верноподданных башкирцев и других иноверцев разорял, а где именно, о том всем известно. Кусяп Батыр умер как настоящий герой. Он был казнен 9 сентября 1737 года в Сакмарском казачьем городке, куда был доставлен по приказу Татищева. Последний следующим образом описывает свой разговор с осужденным у виселицы. При собрании многих башкирцев оному Кусяпу я говорил, как он из того пользу имел, для чего такой бунт начали, а какую надежду кроме погибели имели. На то он сказал мне: ты говори, что хочешь, а мне уже говорить нечего. Знаю, что умереть надобно для того, что только мне не удалось, и глупый народ меня не послушал. И хотя прилежно далее спрашивал, но ничего кроме злой свирепости не допытался. Вместе с Кусяпом погибла сама идея о призвании на трон Башкирии кого-нибудь из казахских правителей. Правда, неутомимый Бипени еще лелеял надежды призвать в башкирские ханы сына казахского султана Шигая. Но когда тот также ответил отказом, Бипеня понял, что дело проиграно. После этого он сдался в плен. Но он не сдался, нельзя сказать, что он просто сдался. Он решил пожертвовать собою и надеялся на то, что его сразу не казнят, а разрешат ему высказать свои взгляды перед администрацией, а если повезет, то перед императрицей Анной Иоанновной. Кстати, потом, через 20 лет, на то же самое надеялся Батырша. Когда вот он сдался, и у него была такая мысль: ладно, вот я, как говорится, сложу свою голову, но я должен донести до русских правителей всю пагубность их политики. Бунт был подавлен, и по всей Башкирии торжествовала вакханалия казней повстанцев. Членов их семей подвергали насильственному крещению и раздавали помещикам в качестве дворовых людей. То есть приводился в исполнение план покойного Кириллова. Тех, кто совершал побег и обратно восходил в ислам, подвергали мучительной казни. 10 апреля 1738 года в Екатеринбурге при стечении народа Татищев сжег на костре башкира Тайгильды Жулякова. В обвинении ему вменялось следующее:
Ты, крестясь в веру греческого исповедания, принял паки махометанский закон, а тем не только в богомерзкое преступление впал, но яко пес на свои блевотины возвратился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел. Произвол Татищева переполнил чашу народного терпения. Группа башкир, минуя кордоны, сумела тайно добраться до Петербурга, где вручила свою жалобу самому первому кабинет-министру Астерману. Татищев был вызван в столицу, арестован и заключен в Петропавловскую крепость. И вот Татищев, когда его вызвали и началось следствие, дал взятку 30 тысяч рублей. Вот когда мы оцениваем Татищева, мы должны иметь в виду и вот это, что он был довольно-таки нечистоплотный человек, не говоря о том, что он был жестокий. То, что он был историком, известным администратором, заводчиком, это одна ипостась. Но мы должны помнить и другую его ипостась. Однако даже отстранение Татищева от управления Оренбургской экспедицией не остановило курса на максимально жестокое подавление восстания. Генерал Саймонов подверг казни в том же Екатеринбурге башкирку Кисякбеку Байрасову. Составленный им приговор гласил: пойманную башкирку, которая была крещена и дано ей имя Катерина, за 3 в Башкирии побега, и что она, оставя закон христианский, обосурманилась, заонно извольте приказать на страх другим казнить смертью, сжечь. Вслед за показательными экзекуциями в духе испанской инквизиции последовали еще более зверские казни. Осенью 1739 года в Мензелинске при стечении народа генерал Саймонов приказал посадить на кол несколько башкирских вождей, в том числе Бипеню и Тулькучуру. Через 150 лет после этих событий писатель Мамин Сибиряк описал увиденного им в башкирской степи слепого певца. «О, проклятый генерал Саймонов!» – пел старик. «Ты построил город Оренбург. Ты поставил на горе 12 каменных столбов. На каменных столбах поставил 12 железных шестов, а на шесты посадил 12 башкирских старшин, лучших башкирских старшин. Тут же на горе ты собрал 3000 лучших башкир и отрезал им уши, другим отрубил руки, а 400 человек повесил, кого за шею, кого за ребро. Вот какой ты, проклятый генерал Саймонов. А башкирские старшины сделали всего только одну ошибку – поверили тебе. Ах, если все башкиры думали как один человек, они никогда бы не поверили проклятому генералу Саймонову». Несмотря на жесточайшие репрессии, волю башкирского народа к сопротивлению сломить не удалось. Затея с призванием в Башкирию казахских ханов закончилась неудачей не только по причине двурушничества Абулхаира, но и непопулярности у башкир самой этой династии. Поэтому, когда в 1740 году объявился законный башкирский хан, вновь вспыхнуло восстание.